В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные новости этого выпуска. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в международном форуме в Сколково. Из-за экстремальных морозов ввели актированные дни в ряде районов республики. Якутия вошла в шорт-лист номинантов первой национальной премии в области креативных индустрий. Глава Якутии рассказал об опыте республики в области экотехнологий на международном форуме Noble Vision Open Innovations 2.0. Мероприятие проходит в гибридном формате на площадках технопарка Сколково и онлайн. Главная тема форума – знакомство с технологиями будущего. Один из первых круглых столов в программе был посвящен экономике замкнутого цикла, которая предусматривает создание условий для экологизации производства и повторного использования отработанных материалов. Опыт Якутии в области разработки этих экотехнологий представил участникам форума глава республики Айсен Николаев. Он подчеркнул, что Якутия, как самый большой по площади регион России с труднодоступными территориями и небольшими населенными пунктами, очень заинтересована во внедрении современных подходов к такой проблеме, как экологичная переработка твердых бытовых отходов. Он также отметил, что для развития экологичного производства и экономики замкнутого цикла сегодня необходимо активно привлекать научное сообщество и те компании, которые работают в области биотехнологий. Глава Якутии также коснулся вопроса создания карбоновых полигонов на территории республики, сообщив, что в здании создания находится проектный офис, который будет заниматься реализацией этого проекта. Президент России подписал закон о федеральном бюджете на ближайшие 3 года, предусматривающий его профицит в 2022 и 2023 годах в 1% и 0,2% ВВП соответственно, а в 2024 году дефицит в 0,3% ВВП. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В него заложено финансирование адресной поддержки семей с детьми, выплаты пособий беременным женщинам, испытывающим материальные трудности, проведения углубленной диспансеризации, реализации программ медицинской реабилитации. Уже во втором чтении по инициативе президента было предусмотрено и повышение с 2022 года на 8,6% прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также зависящих от их величины социальных пособий. Всего повышение доходов коснется 19 миллионов граждан. Актированный день объявили в нескольких районах Якутии. Школьные занятия отменили для учеников с 1 по 5 классы в Верхоянском, Намском и Чурапчинском районах, где температура опустилась до -44, -45 градусов. В Момском районе не учатся дети с 1 по 8 класс, там зафиксировали -50 градусов. Также уроки приостановлены в Аймиконском, Татинском и Кобяйском районах. За этот год в республике будет построено за счет всех источников финансирования 12 школ на 1600 мест, в том числе в рамках реализации национального проекта образования 6 школ на 970 учащихся. В сентябре текущего года введены здания школ-садов на 220 учебных и 100 мест детского сада в селе Актемцы Хангаласского улуса и на 120 учебных и 75 мест детского сада в селе Хариалах Оленёкского и Венкийского национального района. На днях состоится открытие нового здания школы на 90 учащихся в селе Кыи Татинского улуса. В следующем году будет построено здание самой крупной школы в республике на 990 мест в квартале Прометей города Якутска. В этом году в Якутии с помощью господдержки улучшили жилищные условия 25 педагогов и 18 медицинских работников, отработавшие 5 лет по трудовому договору в Арктике. На оказание социальной поддержки из бюджета республики было направлено около 83 миллионов рублей. Глава Якутии Айсен Николаев подчеркивал необходимость повышения качества образования и здравоохранения в Арктике, создания условий для того, чтобы привлечь в северные районы квалифицированных специалистов.
Волонтеры-медики Якутии стали победителями всероссийского конкурса в номинации «Лучшее региональное отделение-2021». Как развивается волонтерское движение медицинских работников в республике, способны ли молодежные инициативы в сфере здравоохранения повысить уровень общественного здоровья в Якутии, сюжет Надежды Саханской. Общественное движение «Волонтеры-медики» действует в нашей стране с 2013 года при поддержке Министерства здравоохранения и Федерального агентства по делам молодежи. В Якутии это движение появилось не так давно. На сегодняшний день региональное движение волонтеров-медиков насчитывает более 1000 человек разного возраста. С 2018 года у нас уже более 1000 человек вступили в движение, получается. Школьники, взрослая молодежь, работающие население, серебряные волонтеры и также студенты медицинского института, медицинского колледжа и непрофильных организаций. Якутские добровольцы ежедневно проводят всевозможные мастер-классы, акции и тренинги. Так, недавно региональное отделение волонтеров отметили наградой в рамках международного гражданского форума «Мы вместе». С марта 2020 года в период пандемии волонтеры помогают лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 000 человек до миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. Отметим, что в 9 районах республики действуют филиалы волонтерского движения, и это только начало большого пути якутских добровольцев. У нас есть единый слоган – это волонтером в сфере здравоохранения должен быть каждый. И абсолютно мы ждем каждого. Это независимо от расы, независимо от возраста, независимо от где вы живете. Вы можете работать онлайн, помогать онлайн. Вы всегда нужны, потому что свободные люди, свободные мозги всегда очень нужны, и мы в их нуждаемся. Сейчас по всей России работает 85 региональных отделений общественного движения «Волонтеры-медики», которые объединяют под своим началом все больше и больше добровольцев. Да и в целом волонтерство становится новым трендом нашей современной реальности. Если же говорить о сфере здравоохранения, то ее можно сделать гораздо более открытой благодаря гражданскому самосознанию. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. В Якутске в микрорайоне Северный запустили газовую магистраль, а бригады предприятия «Сахатранснефтегаз» приступили к активной газификации микрорайона в рамках реализации программы социальной газификации. К завершению этого года региональный оператор планирует провести газопровод к домам 300 семей. Сюжет Марферины Алексеевой. Еще много лет назад многодетным семьям государство выделило в этом микрорайоне земельные участки. На протяжении всех этих лет люди отапливали свои дома печным методом. И на протяжении всего же этого времени люди писали заявления о том, чтобы здесь, наконец, создали условия и провели газификацию. И вот, наконец, 2 года назад были начаты работы по строительству газовых сетей. В данное время объект готов и отвечает всем требованиям безопасности. Осенью этого года в республике начала действовать объявленная президентом страны Владимиром Путиным программа социальной газификации, которая предусматривает бесплатное подведение газа до земельного участка. Региональным оператором программы назначено предприятие «Сахатранснефтегаз». На сегодняшний день от населения республики поступило свыше 2000 заявок. На данный момент между заявителем и предприятием заключено свыше 300 договоров. Социальная газификация началась с микрорайона Северный. Сейчас здесь ведется активная работа по подведению ввода газопровода к жилым участкам. Когда не было газа, мы уже подумали, что как без газа жить. Поставили печку, заказывали дрова. Это очень дорого выходит. Каждый раз кто-то должен оставаться дома, с детьми присматривать. Это очень сложно было. И каждый день печь печку, конечно, сложно было. И по сумме тоже выходит очень даже дорого. Мы за год потратили большую сумму, почти 50 000, еще больше. Ваше выживание тут в городе 40 будет, тут 45-47 получается градусов. Здесь вообще холодно. Вообще радость хорошая, когда газ будет. Скоро же до Нового года, наверное, будет.
До реализации программы заявитель должен был сам оплачивать подведение газового стояка к своему участку. Благодаря программе теперь это стало бесплатным. Всего из микрорайона Северный на сегодняшний день поступило 55 заявлений, из них 14 соответствуют критериям отбора. Во-первых, земельный участок, оформленный в собственность, жилое строение, оформленное в собственность. Также в данном микрорайоне должна находиться газораспределительная сеть. Также заявитель должен представить ситуационный план и часовой расчет газа. Помимо этого, заявитель к моменту окончания работ по подведению должен быть готов к подключению сети потребления, то есть приобрести и установить газоиспользующее оборудование, чтобы к моменту завершения работ было возможным запустить газ и подключить отопление в жилой дом. А подать заявление на участие в социальной газификации можно на сайте stng.ru в разделе «Социальная газификация». Марферина Алексеева, Владимир Павлов, Якутск. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск начнутся в следующем году. Якутия на эти цели получила федеральное финансирование. В ближайшее время будет определена подрядная организация, а в Чурапчинском районе пройдут работы по ремонту гидротехнических сооружений. Об этом сообщил руководитель ЛБВУ Петр Аргунов. Работы по берегоукреплению пройдут в пределах 3 километров. Общая стоимость объекта оценивается в 788 миллионов рублей, из которых 733 миллиона выделят из федерального бюджета, 55 миллионов рублей из бюджета республики. Помимо этого, Якутия получила финансирование для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Эти работы начнутся в следующем году в 2 селах Чурапчинского района. В следующем году мы начинаем строительство по Верхневилюйску. Значит, стоимость всего объекта 800 где-то миллиона, почти миллиард. Да? Из них в 2022 году уже предусмотрено где-то 500 миллиарда рублей. Это первый, и 2 объекта расположены, это капитальный ремонт на территории Чурапчинского улуса. Но там, конечно, суммы поменьше, но тем не менее, значит, на 2 объектах общая стоимость где-то будет 22 миллиона. Якутия вошла в топ-5 номинантов на премию Russian Creative Awards. Отбор финалистов проходил с 28 ноября по 5 декабря. На участие было подано свыше 3000 заявок из 72 регионов России. Члены экспертного совета, представляющие различные креативные отрасли, определили топ-5 претендентов на победу в 10 кросс-индустриальных номинациях. Якутия претендует на звание «Креативный регион» наряду с Москвой, Ульяновской областью, Нижним Новгородом и Ханты-Мансийским автономным округом. В этом году первая независимая национальная премия в области креативных индустрий проводится впервые. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.